Зеленский готов встречаться с Путиным, Лондон призывает и дальше душить Россию санкциями, а Центральная Азия берет курс на Европу. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Зеленый свет для ударов. В Риге приняли решение, дроны разрешено уничтожать. Детали важных изменений. Наступление в силе. ВСУ продвигаются под Белгородом. Каковы цели и надолго ли украинцы зашли на территорию России? Грандиозный конфликт с Кремлем. Путин держит на прицеле нескольких приближенных. Киев заявляет о готовности к любым переговорам, а Лукашенко расправляется с теми, кто закрыл глаза на его инаугурации. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных важных событиях прямо сейчас начинаю. Латвия начнет уничтожать дроны в своем воздушном пространстве. Такое решение принял Сейм страны, и теперь полиция получает полное право приземлять или сбивать БПЛА, чтобы предотвратить возможное нападение. Депутаты даже не обсуждали поправки к закону, они были приняты практически единогласно. 76 парламентариев были за, всего 6 выступили против. В Риге уточняют, что полиция с помощью спецсредств может в воздухе, на воде или на суше остановить движение беспилотника, если он представляет угрозу общественной безопасности или же критической инфраструктуре. Зеленый свет дан, если устройство используется незаконно или есть подозрение в совершении преступления. Изменения в законе также позволят специальным подразделениям полиции реагировать на случаи, когда есть подозрение, что дрон используется в преступных целях. На этом ранее на заседании профильной комиссии акцентировали внимание представители полиции. До сих пор право принудительно посадить или сбить дрон в случае потенциальной угрозы было только у пограничников или военных. Решение было принято не просто так. Латвия, которая граничит с Белоруссией и Россией, уже знает, что такое летающая проблема в небе. Осенью прошлого года на территории страны рухнул беспилотник, который прилетел из России. А второй инцидент произошел уже в этом году. Тогда БПЛА едва не стали причиной авиакатастрофы. Они появились на пути посадки самолетов в аэропорту Риги. Украина вновь смогла прорваться на территорию России. О наступлении ВСУ в Белгородской области уже пишет западная пресса. Заход вглубь РФ СМИ называют тихим. Авторы материала уверяют, что несмотря на заявление российской стороны о том, что ВСУ не имеют никаких успехов, продвижение продолжается. Армата! По данным The Telegraph, план нового сражения и наступления на территории РФ тщательно скрывался, и до сих пор не ясно, это кратковременный рейд или долгосрочная операция. По данным Американского института изучения войны, пишет издание, в населенных пунктах Демидовка, Прилесье и Поповка идут ожесточенные бои. Украина также нанесла серию точечных авиаударов по командным пунктам, мостам, вертолетам и складам. Действуют украинские силы небольшим составом. The Telegraph пишет о нескольких причинах наступления под Белгородом. В частности, Киев, возможно, надеется, что это вторжение укрепит его позицию на переговорах о прекращении огня. Владимир Зеленский заявил лишь, что его военные предпринимают стратегические шаги в ответ на возможное наступление России со стороны Сумской области, где зафиксировано сосредоточение войск. Внезапный ввод украинских сил через границу может помочь ослабить потенциальное российское наступление на Сумы, отвлекая часть войск противника. Белгородская область граничит с украинскими Сумской, Харьковской и Луганской и регулярно используется российскими войсками для нанесения ударов по Украине, пишет The Telegraph, напоминая, что рядом и Курская область, где ВСУ по-прежнему удерживают часть территорий. Здесь, в зоне проведения операции группировки войск Курск, наши воины продолжают оборонную операцию, чтобы не допустить прорыва противника вглубь территории Украины. С той же целью украинские войска проводят результативные контратаки и штурмовые действия. Американский президент собирается превратить Путина из изгоя в партнера. Уже сейчас США обсуждают вопрос ослабления антироссийских санкций. Такие действия говорят о новых и очень точных планах Трампа. Путин уже не прокаженный. Об этом пишет Sky News. Пока речь идет лишь об обсуждении частичного снятия ограничений, касающихся экспорта российских сельхозтоваров и удобрений. Важно подчеркнуть, продукты питания и удобрения из России формально никогда не подпадали под западные санкции. Однако экспорт был нарушен из-за отключения российских банков от системы SWIFT, напоминают авторы материала. Поэтому Москва и требует снятия санкций с Россельхозбанка, который обслуживает аграрный сектор. А еще Кремль может потребовать от США снятия другого запрета на поставки сельхозтехники.
Кто даст гарантии, что детали, предназначенные для тракторов и комбайнов, не окажутся в производстве оружия? Вашингтон, возможно, и готов поверить Москве на слово, но Киев точно нет. Однако, пожалуй, самое неприятное для Украины и ее европейских союзников – это то, что Путин, похоже, получает все это практически, ничего не отдавая взамен. Британский премьер считает, что Россию необходимо душить санкциями и дальше, и сейчас вовсе не время их ослаблять или же отменять. Кир Стармер считает, что лишь санкционное давление может заставить РФ прекратить войну, и только лишь после этого можно будет поднимать вопрос отмены ограничений. С таким мнением согласен и Зеленский. В Париже накануне прошел саммит коалиции желающих помочь Украине с безопасностью. Никаких отмен санкций, пока Россия не прекратит эту войну. И я думаю, что больше давления на нее, больше пакетов санкций. Это важно. Второй момент, как вы сказали, Кир, это новые пакеты мер по укреплению Украины. И мы слышали о некоторых новых пакетах мер, предложенных лидерами. Мы очень благодарны этим лидерам. Зеленский также дал понять, что готов к любому формату переговоров, то есть даже к встрече с Путиным. Однако это Путин не готов встречаться. Зеленский настаивает на четких и понятных гарантиях безопасности от партнеров, в частности от США. Украинский президент также заявил, что Европу за столом переговоров о завершении войны будут представлять Франция и Великобритания. Зеленский признается, что вопрос относительно привлечения военных НАТО не очень активный, ведь мнения разделились. В то же время Москва уже ставит ультиматум: будут миротворцы в Украине, будет новая война. Хотелось бы вновь обратить внимание на то, что Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО. Кадыров вышел на тропу войны с Кремлем. Отношения главы Чечни и Путина уже не те и пошатнулись несколько месяцев назад. Кадыров буквально на прицеле российских спецслужб, и благодаря ФСБ Кремль получил информацию. Чеченский глава через голову Путина без согласования с ним проводит тайные переговоры по поводу будущего своих активов и безопасности членов своей семьи с представителями ближневосточных мусульманских монархий. Об этом сообщает издание «Важные истории» со ссылкой на свои источники. Авторы материала уточняют, Кадыров хорошо понимает, как устроена власть в его регионе и что может ожидать членов его семьи в случае его ухода, а он при этом тяжело болен. Он также знает цену обещаниям и гарантиям безопасности со стороны федерального центра. Неуверенность в будущем своих многочисленных родственников заставила его искать гарантии для них в ближневосточных мусульманских странах, с руководителями которых у Кадырова сложились давние приятельские отношения. По словам источников важных историй, руководитель Чечни пытался скрыть эти переговоры от Кремля, о чем тут же узнала ФСБ и доложила Путину. Конфликт с Кремлем и у ближайшего соратника Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова. Важные истории уточняют, что Кремль и ФСБ недовольны тем, что Делимханов занимался рейдерством и вымогательством без согласования с руководством страны. Польша прекращает помогать нелегалам. Правительство временно приостановило право на получение убежища для мигрантов, которые попадают на территорию страны из Беларуси. Решение касается, по сути, тысяч людей с Ближнего Востока, которые с 2021 года массово направляются через Беларусь в ЕС. Варшава прямо обвиняет Минск и Москву в создании искусственного кризиса и использовании миграции как гибридного оружия. Премьер Дональд Туск назвал новый закон необходимым для защиты польских границ, а президент Дуда уже его подписал. Итак, пока на 60 дней Варшава приостанавливает предоставление международной защиты. Недовольны подобным решением правозащитники. По данным BBC, представители Human Rights Watch считают, что после принятия такого закона ЕС должен будет принять правовые меры против Польши. Как ранее рассказывала команда Нехта, миграционный кризис на границе Польши и Беларуси начался в 2021 году. Лукашенко и Путин намеренно направляли потоки мигрантов, чтобы расшатать ситуацию в Европе. А Лукашенко тем временем борется со своими. Своего кресла и должности лишилась чиновница, которая посмела закрыть глаза на инаугурации непризнанного президента. К своему несчастью, она попала в объектив камеры, и ее глубокий сон или же дремоту увидела вся страна, да и сам Лукашенко. Человек, который не стесняется говорить, что в республике диктатура, подтвердил свои слова и уволил женщину. Елена Кличковская, как уточняет издание «Флагшток», одиозная управляющая делами Гомельского облисполкома и областного союза
статуса женщин. Скучная ли речь Лукашенко, погрузившая Кличковскую в сон, стала причиной ее увольнения, до конца неизвестно. Но теперь на ее место назначен новый человек. Отмечу, что смотреть на Лукашенко во время инаугурации не смог еще как минимум один человек. Сергей Казачок – это бывший глава Новобелецкого района, а сейчас депутат Палаты представителей. На то, как Лукашенко уже в 7-й раз сам себя назначает президентом, он решил также не смотреть и сидел с закрытыми глазами, но при этом аплодировал. Узбекистан сближается с ЕС. Республика встречает высоких гостей из Европы. Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, провела переговоры с президентом Узбекистана. В Ташкенте сообщают, Каллас передала Мирзиёеву личные приветы и поддержку от Антонио Кошты и Урсулы фон дер Ляйен. Центральная Азия становится важным стратегическим партнером ЕС, особенно в условиях глобальных логистических и геополитических сдвигов. И уже через неделю в Узбекистане пройдет первый саммит «Центральная Азия. Европейский Союз». Подчеркнута важность продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя регионами в таких приоритетных направлениях, как торговля и логистика, включая раскрытие потенциала транскаспийского транспортного коридора, цифровизация, зеленая энергетика, экология, модернизация инфраструктуры и в других сферах с внедрением эффективных механизмов реализации инициатив и проектов. Узбекистан, кстати, рассматривает и вопросы дальнейшего углубления отношений с институтами ЕС. Подписчики из Узбекистана, что вы думаете о сближении своей страны и ЕС, особенно в тех сферах, которые были на повестке дня? Поделитесь мнением в комментариях. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.